Его руки привыкли выполнять танцевальные движения, но в этот вечер ладони Ихласа Атакяева потели от волнения совсем по другой причине. Он стоял на сцене столичного песенно-музыкального центра Ашхабад, ослепленный софитами, и ждал, когда зачитают приказ президента Туркменистана. Танцор из Дашегузского вилаята, не имеющий образования в области Бахши, стал одним из 14 финалистов самого престижного вокального конкурса страны «Звучи Отчизна». На сцене в этот вечер разворачивалось настоящее полотно туркменской культуры. Тягучие медитативные мелодии народных сказителей Бахши под аккомпанемент дутара сменялись современными эстрадными хитами о белом мраморной столице и родине. Каждый номер превращался в мини-спектакль. Вот на сцене оживают древние легенды, а в следующий миг кружатся в вихре танца артисты в национальных костюмах. Это был диалог эпох, за которым с восторгом следили зрители. Среди них, затаив дыхание, за Ихласа болела вся его семья. Мы пришли всей семьей. На сцене только что выступил мой брат Ихлас Атакяев, и мы пришли поддержать его. С волнением мы ждем, окажется ли он удостоен награды от имени президента, и болеем за него. Их волнение не было напрасным. Когда министр культуры объявил имена лауреатов, среди них прозвучало и имя Ихласа Атакяева. Под овацией собравшихся, обычный танцор, чей талант этого дня знали лишь родные и друзья, стал обладателем золотой цепочки от президента страны, денежной премии и ценных подарков. Поверить не могу. Всю жизнь я только танцами занимался, а пел только в близком кругу. И вот сегодня я получаю награду. Я ведь даже не мечтал об этом. Эта награда не только моя. Это награда моей семьи, которая всегда в меня верила, моих друзей, всех, кто говорил: «Ихлас, у тебя есть голос». Я безмерно благодарен нашему уважаемому президенту за такую невероятную возможность для простых людей, как я, показать свой талант. Истории, подобные этой, всегда происходят в рамках данного конкурса, так как выявление подобных талантов и есть главная цель конкурса. Когда мы, старшее поколение, видим на сцене горящие глаза таких молодых исполнителей, мы спокойны. Это значит, что нить нашей национальной музыкальной истории не прервется. Безусловно, все это благодаря условиям, созданными уважаемым президентом и национальным лидером туркменского народа, за что мы, работники культуры, выражаем безмерную благодарность. Кульминацией вечера стала финальная песня, которую вместе с артистами, казалось, пел весь зал. Этот момент стал живым доказательством того, что «Звучи Отчизна» — это больше, чем название. Это призыв, который находит отклик в каждом сердце.